Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень интересный набор документов. Это, по сути, предложение радикального видения будущего для целого региона, для Туркестана. У нас на руках 3 источника, все от одного автора, Сапара и Клама. Да, и они, что интересно, очень хорошо друг друга дополняют. Есть, значит, доктрина монетизации Туркестана. Это такой, знаете, пошаговый, почти инженерный план. Инструкция практически. Именно. Потом есть аналитическая работа «Туркестан как невидимая колония 21 века». Она дает, весь исторический и экономический фон. А третье? А третье — это короткий сценарный план для видео. По сути, такой концентрат самых ярких, самых цепляющих идей. Понятно. Значит, наша задача — разобраться в центральном тезисе автора. А звучит он, надо сказать, довольно провокационно. Туркестан — это не капитализированная цивилизация. Вот. Давайте как раз и разберемся, что это значит. И какой выход из этой ситуации вообще предлагается. Да, пройдем прямо по логике автора, от диагноза к плану лечения. И, надо сказать, начинается все с очень такой личной, почти исповедальной ноты. О да, это сразу бросается в глаза. Автор представляет себя так. Реформатор, изгнанник, свидетель эпохи, человек, который потерял все, кроме памяти. Это задает определенный тон. Сразу понятно, что это будет не сухая теория, а что-то выстраданное, что ли. И это личные переживания как раз и подводят нас к его ключевой концепции, вот этой самой некапитализированной цивилизации. Совершенно верно. Автор описывает фундаментальный парадокс. С одной стороны, регион, где живет 81 миллион человек. Регион, который, буквально плавает на ресурсах. Нефть, газ, уран, золото. Да, плодородные земли, казалось бы, все карты на руках для процветания. А с другой стороны? А с другой — бедность, низкий уровень жизни и миллионы людей, которые вынуждены уезжать на заработки. То есть вот он парадокс. Богатство есть, но оно почему-то не превращается в капитал, который работает на благо всех. В сценарном плане есть одна цифра, которая, честно говоря, просто не укладывается в голове. Автор называет это ценой утраченной цивилизации. Да, и оценивает ее. Минимум в 9,4 триллиона долларов упущенной выгоды. Подождите, 9,4 триллиона. Это же... Это сопоставимо с ВВП Германии и Японии, вместе взятых. Вот именно, то есть, по мнению автора, регион буквально сидит на сокровищах, которые он, получается, либо не может, либо ему просто не дают превратить в реальное развитие. Вы абсолютно точно уловили суть. И автор утверждает, это не случайность. И даже не просто результат плохого управления. А что тогда? Он называет причину «имперская блокировка». И это не теория заговора, а скорее описание такого системного механизма. Он складывался веками и, по сути, лишил регион возможности развиваться самостоятельно. И в доктрине он выделяет 5 главных инструментов этой блокировки. Да, 5. Звучит серьезно. Похоже на описание какой-то системной болезни. Какие же у нее симптомы? Или, как говорит автор, инструменты? Первый и главный — это разрушение институтов. Прежде всего, институты частной собственности. Это основа основ. Логично. Второй — установление внешнего контроля над ресурсами. Третий — фрагментация территорий. То есть, когда единое пространство и экономическое, и культурное, и искусственное делят на части. Так. Четвертый — физическое и системное уничтожение независимых местных элит. И пятый, он, возможно, самый коварный, это контроль над исторической памятью. По сути, такая перепрошивка культурного кода. И все это вместе? Все вместе создает систему, в которой огромный потенциал региона просто не может быть реализован. Он заблокирован. Хорошо. Диагноз, прямо скажем, впечатляющий. Но чтобы понять, как лечить болезнь, нужно знать ее историю. Как такая система вообще могла сложиться и просуществовать так долго? Автор же прослеживает ее корни на несколько веков в прошлое. Да, и вот здесь нам очень помогает текст «Туркестан как невидимая колония». Автор детально описывает формирование так называемой «системы наместников». И когда это началось? Начинается все в XVIII-XIX веках. Завоевание региона Российской империи. И тут происходит не просто смена власти. А что? Ликвидируется ханство, уничтожаются местные институты самоуправления, и на их месте создается туркестанское генерал-губернаторство. То есть одна огромная территория. Да, управляемая одним человеком. Его назначают из центра, и подотчетен он только центру.
Вот так и закладывается модель жесткой вертикали. Понятно. То есть регион, по сути, лишают права самостоятельно принимать решения о своей судьбе. А что происходит дальше, в советский период? Эта модель меняется? Советский период, согласно автору, не просто продолжил, а, можно сказать, довел эту модель до абсолюта. Происходит полная национализация. То есть ликвидация вообще любой частной собственности? Да, даже остатков. Традиционные элиты, родовые, духовные, предпринимательские, их просто уничтожают физически во время репрессий. А на их место приходит кто? Номенклатура. Новый класс управленцев. Совершенно верно. Полностью зависимый от Москвы. И здесь автор подчеркивает ключевой, на его взгляд, момент. Регион, по его словам, перескочил из колониальной модели сразу в плановую. Минуя капитализм. Именно. Минуя ту самую стадию, на которой как раз и формируются независимые институты, национальный капитал, вот это все. Но подождите, тут многие бы возразили. В 1991 году СССР распался. Конечно. Появились независимые государства, свои валюты, армия, конституции. Все формальные атрибуты суверенитета. Неужели автор считает, что это все, просто декорация? По его логике, да. Во многом это была именно смена вывесок, а не смена самой системы. Он утверждает, что ключевые механизмы контроля, которые были унаследованы из прошлого, они сохранились. Например? Ну вот возьмем главный актив — землю. В документах подчеркивается, что во многих странах региона она де-юре или де-факто так и осталась в собственности государства. А что это значит на практике? А это значит, что фермер или предприниматель не может использовать ее как залог в банке, не может свободно продать по рыночной цене. Земля остается мертвым активом. Понятно. То есть флаги сменились, а операционная система, как он ее называет, осталась прежней. В этом его основная мысль. То же самое с элитами. Вместо номенклатуры, назначенной из Москвы, появились местные группы, которые, по мнению автора, просто перенаправили потоки от ресурсов в свою пользу. Но саму сырьевую модель экономики они не поменяли. И как эта невидимая колонизация проявляется сегодня, в 21 веке? Каковы ее главные рычаги? И вот здесь мы подходим к одному из самых сильных и, честно говоря, шокирующих аргументов в его аналитической работе. Автор предлагает просто посмотреть на налоговую систему. В сфере добычи полезных ископаемых? Да. И вот это его сравнение с Норвегией и Саудовской Аравией. Честно, цифры просто поражают. 78% против 10-20. Это же не разница, это какая-то пропасть. Вот. И автор как-то объясняет, почему правительства региона соглашаются на такие, мягко говоря, невыгодные для своих народов условия. Он не дает прямого ответа в духе обвинения, нет. Но логика его текста подталкивает к выводу, что это и есть прямое проявление той самой системы наместников в современных условиях. То есть система выстроена так, что элитам выгоднее получить быструю, хоть и меньшую долю от экспорта сырья, Чем вкладываться в сложные, долгие проекты, в институты, в переработку, в то, что принесло бы пользу всему обществу. Именно. Автор прямо называет это отказом от богатства. Ресурсы извлекаются, но львиная доля прибыли от них, она не остается в регионе. Не идет на строительство дорог, больниц, университетов. Она оседает в других юрисдикциях. 10 миллионах человек. 10 миллионах. По его мнению, это не свободный выбор в глобальном мире. Это прямое следствие той самой некапитализированной цивилизации. То есть, когда страна экспортирует не товары с высокой добавленной стоимостью, а своих же граждан. Это и есть главный симптом системного сбоя. Капитал не приходит в страну, поэтому люди вынуждены идти за капиталом в другие страны. Все просто. Хорошо, картина получается, прямо скажем, довольно мрачная. Какая-то историческая ловушка, из которой, кажется, и выхода-то нет. И что, автор просто констатирует этот печальный факт? Или у него есть какой-то рецепт? А вот в этом и заключается вся суть доктрины. Это не просто критика. Это предложение конкретного плана действий. Дорожная карта. Да. В основе доктрины лежит формула, которая и выглядит как дорожная карта. Звучит она так. Потенциал, институты, монетизация, капитализация индустрии, технологии, стартапы, глобальные бренды. Субъектность. Ух, длинная цепочка. Звучит невероятно амбициозно. Почти как план на столетие. Так и есть. Давайте тогда сфокусируемся на самых первых.
на фундаментальных звеньях, без чего вся эта конструкция просто рухнет. Что должно стать фундаментом? Автор выделяет 7 так называемых платформ развития, но 3 из них он называет несущими конструкциями. Без них все остальное просто бессмысленно. И первое? Первое — это платформа собственности. Ключевая идея — создания полного цифрового кадастра и введения незыблемой, защищенной законом, частной собственности на землю. То есть это прямой удар по той самой исторической проблеме. Абсолютно. Это превращает землю из просто территории в ликвидный финансовый актив, который можно заложить в банке, продать, передать по наследству. Понятно. Это создание фундамента для всей рыночной экономики. А что второе? Вторая платформа — платформа институтов. Если просто, это создание честных и прозрачных правил игры. Что имеется в виду? Это независимые суды, которым доверяют. Это понятные и стабильные законы. Это цифровое правительство, которое минимизирует коррупцию. По сути, это создание такой среды, в которой и местный фермер, и крупный иностранный инвестор будут уверены. И что их права защищены. И что правила не изменятся завтра по щелчку пальцев. Да. И третье, я так понимаю, про деньги. Да, это платформа финансов. Но это не просто про банки. Это построение всей, так сказать, кровеносной системы экономики. То есть? Национальные инвестиционные и венчурные фонды, банки развития, фондовая биржа, то есть создание механизмов, которые способны привлекать длинные и дешевые деньги со всего мира и эффективно их распределять внутри региона. И, что критически важно, защищать этот капитал. Итак, собственность, институты и финансы. Фундамент заложен. И если представить, что этот невероятно сложный, почти титанический труд выполнен, к чему все это должно привести? Какова конечная цель? Вот это последнее слово в формуле «субъектность». В доктрине субъектность определяется как способность региона самостоятельно определять свою судьбу. Перестать быть объектом в чужой игре. Да, стать полноценным игроком. Это означает иметь возможность формировать собственную долгосрочную стратегию развития, защищать свои экономические интересы на мировой арене, но и в конце концов создавать свое будущее, а не жить по сценариям, написанным в других столицах. И это, очевидно, выходит уже далеко за рамки экономики. Это уже про место в мире. Безусловно, это и про геополитику. Автор видит Туркестан не как какую-то буферную зону между Россией, Китаем и Западом. Или как просто набор стран-поставщиков сырья. Именно. В его видении это полноценный субъект мировой политики. Субъект, который использует свое уникальное географическое положение. Он должен стать не барьером, а мостом. Мостом между Китаем и Европой. Да, стратегическим партнером для Индии и Турции, проводя свою собственную прагматичную, многовекторную политику, основанную на своих экономических интересах. В доктрине есть очень яркий образ, который, по-моему, хорошо завершает эту картину «Туркестан-2050». Да, есть такое. Описание этого будущего звучит почти как научная фантастика, особенно после всего того, что мы обсудили. Он описывается как экономический центр Евразия, Аграрная сверхдержава, которая кормит полмира. технологический регион с россыпью стартапов и, что мне показалось особенно важным, культурная столица нового шелкового пути. Да, это видение такой полной цивилизационной трансформации. От периферии, которая экспортирует ресурсы и людей, к центру, который создает и экспортирует идеи, технологии, культуру. Что ж, давайте тогда подводить итоги. Мы проследили всю логическую цепочку автора. От диагноза «некапитализированной цивилизации», застрявшей, по его мнению, в многовековой системной ловушке, Да, до невероятно детальной и, надо признать, амбициозной доктрины по ее полному переустройству. если свести все к одной главной мысли, то какая она будет? Ну, я думаю, она такова. Ключ к будущему региону не просто в более эффективном управлении ресурсами. Или, скажем, в борьбе с коррупцией. Этого недостаточно. А в чем тогда? Ключ в фундаментальной перестройке всей операционной системы. От базовых понятий, вроде права собственности на землю и налоговой политики, до культурной идентичности и своей роли в мире. Автор предлагает не косметический ремонт, он предлагает полную пересборку. И в конечном счете эти источники ставят перед регионом очень жесткий выбор. Либо продолжать существовать как совокупность сырьевых территорий, Под управлением тех, кого автор называет маскированными наместниками, медленно теряя человеческие капиталы и ресурсы.
либо решиться на сложнейшую, очень болезненную институциональную революцию, чтобы попытаться стать тем самым цивилизационным субъектом. И вот это поднимает главный вопрос. Он остается уже за рамками самих документов, но они его неизбежно провоцируют. Что на самом деле нужно, чтобы демонтировать систему, которая благополучно пережила падение империй и десятилетия формальной независимости? И может ли этот проект, даже если он так и останется на бумаге, стать неким интеллектуальным образцом для других регионов мира, которые находятся в похожей ситуации некапитализированного потенциала?